54 гектара земли. Огромная площадь. А за полем ипподрома Аккула-конюшни, где рабочий день начинается еще до рассвета. Больше 300 лошадей. И люди, которые перетаскивают десятки ведер с водой, зерном. Помимо всего, им нужно убрать килограммы конского навоза. Работа, не знающая выходных, да и малообещающая. Еще труднее, когда нет поддержки и понимания. Уже какой год вокруг городского ипподрома Аккула идут судебные разбирательства. А последняя игра здесь была в ноябре прошлого года. В день скачек он переполнен настолько, что толпа переваливается чуть ли не под ноги к лошадям. Зрители повсюду. На заборе, деревьях, ведь трибуны рассчитаны на 3000 человек. В будние дни здесь все иначе. Заброшенное здание, ржавый вагончик охранника. Правда, и его мы сегодня не увидели. Чьи-то вещи, продовольственные продукты, мусор кругом. 2 года назад мэрия сообщала о ремонте и обновлении ипподрома. Но на правду это не похоже. А само здание еще 47-го года. Ой, вот это мне в скайпе сбросили, что ипподром сносится. Я была в шоке. Вчера деревья целый день вон там в лесополосе пилили. Все засушили и считают, что это государственная доля. Я не знаю, я живу здесь 74-го года. Вот я вот тут живу. У меня муж 25 лет проработал здесь. Мы приватизировали эти дома. Мы акционеры. Теперь нас лишают всего. Ну, я даже не в этой в обиде, а просто зачем обманывать людей? Что в 2018 году уже мэрии принадлежит. Если меня 26 мая вызывают на суд. Вот, 26 было мая суд у нас был. Еще спорные вопросы, а уже забрали это. Все. Будут ломать, будут строить. Эта жительница проживает на территории ипподрома. Еще в 90-е годы нескольким семьям удалось приватизировать участки. Они же члены акционерного общества, которое было создано в начале 90-х годов, после того, как постановлением Министерства сельского хозяйства несколько соток перешли в частные руки. Раньше эта земля принадлежала мэрии. После долгих лет разбирательств городские власти вернули ее. Конюшни остались у акционерного общества. На фоне всего между жителями и мэрией тоже идут судебные тяжбы. Вот это они его ремонтировали, стекла побили. И кого охраняет это КПП, если у нас ворота сутками настежь, машины туда-сюда ездят. Да, очень мне обидно. Очень обидно. Конечно, коневодство оно считалось всегда невыгодным, конечно, вот это. Лошадей держать очень невыгодно, тяжко. Они как там накладку идут. Ну, какие тут были ипподромы, какие скачки. Люди до сих пор ходят 9 мая на открытие. Все, я расстроилась, нет. Недавно вышла информация о том, что скандальный ипподром Аккула реконструировать не будут. В июле прошлого года мэрия объявила открытый архитектурный конкурс на разработку эскизного проекта концепции ипподрома. И уже в октябре определился победитель. Помимо расширения самого поля, дорожек, строительства игровых площадок, надземных и подземных парковок, главное требование было сохранить исторический облик и существующее здание для дальнейшей реставрации, его внешних очертаний и все в национальном колорите. Сейчас уже речь идет о сносе. Жители, проживающие рядом, даже обрадовались. Правда, многие подумали, что его перенесут на другое место, за черту столицы. Пыльно, грязно, а когда он без присмотра, так вовсе портит облик Бишкека, считают они. Ипподром заброшенный, очень много мусора вокруг. Молодые люди там отдыхают, пьют, оставляют за собой мусор. А нам, местным жителям, это неприятно. Да и каждый раз, когда идут игры или конкурсы, везде стоит пыль, грязь, невозможно дышать. Плюс навоз, конюшня рядом. Нежелательно, конечно. Но есть семьи, которые во время этих самых шумных игр зарабатывают себе на хлеб. Вокруг ипподрома ведь нет магазинов, а местным это на руку. Его снесут, но построят новый, на возведение которого уйдет примерно 850 миллионов сомов. Есть даже заключение Госстроя о том, что здание аварийное и не подлежит реставрации и реконструкции. Поэтому комиссия мэрии рекомендовала снести его и внести в государственный список памятников истории и культуры республиканского значения пометку «Утрачен», что позволит решить вопросы нового строительства. Дать полную информацию представители мэрии и ипподрома пока не готовы. Все туманно, и как скоро этот стадион
стадион вернет тот адреналин и бурю эмоций зрителям скачками, неясно. Элиза Балбакова, Калыбек Абдымамытов, Нью ТВ.